Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях поэтесса, художник и преподаватель по живописи Сабина Дадаева. Сабина, здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Настроились на Творческое, да. Наш с вами диалог я хотела бы начать с такого вопроса. Как вы пришли к тому, что хотите стать художником, и что вдохновило вас на это? Начну с того, что я никогда не хотела быть художником. То есть даже вот в детстве, когда обычно дети, у них все равно именно они расположены, их навыки к рисованию, они любят рисовать, любые дети. Желаний даже у меня вот к этому не было, то есть для своего таланта я не оставила никаких шансов. В один день ко мне позвонила двоюродная сестра и говорит: вот ты же искала работу, есть место. Ты не поверишь, это факультет, который ты заканчивала. В итоге я сидела и думала, для меня это было вообще как бы судьба все равно делает свое. Как бы у нас все предписано, как бы мы чего не хотели, какие бы желания, у нас они практически не совпадают с тем, что у нас происходит в жизни. И в итоге я устраиваюсь там на работу, и вот с 16-го года я там работаю. И хотя промежуток времени был на протяжении, получается, 12 лет, то есть я вообще не держала кисть в руках, но когда я стала как бы писать картины, непонятным образом у меня работы выходили лучше, чем я писала в студенческие годы. Объяснить это я не могу никак. Ну, естественно, как бы навыки какие-то у меня с каждым годом все равно картины улучшались. То есть я работала над этим. И многие даже, которые со мной учились, они, когда уже присутствовали на моих индивидуальных выставках, они мне говорили: ты же, когда мы учились, ты же не писала такие картины. И я не знала, что им ответить на это. Сабин, а какие художники или же направления искусства оказали на вас наибольшее влияние? У меня нет вот таких определенных художников, чтобы мне нравились там исключительно его работы, потому что мне нравятся разные работы разных художников. Например, у меня есть картина, она называется «Интеллигибельный мир». Есть картина по лабиринтам времени, то есть на этих работах я изображаю часы. Но мне понравилась работа «Постоянство памяти» Сальвадора Дали. Он был вдохновлен, когда писал эту картину, то есть сыр, который плавился на солнце. Хотя он тогда работал над другой работой, но вот вдохновившись этим, он создал эту картину. Я люблю все связанное как бы с часами. И разные работы, то есть я еще раз повторюсь, разных художников. Но вдохновляет меня природа. Сабин, насколько мне известно, вы участвовали в одной из выставок в Нью-Йорке. Можете чуть подробнее рассказать об этом? Ну, это была выставка в 2017 году, так как на тот период у меня не было возможности, естественно, участвовать там как бы визуально, я отправила в онлайн работы. Из 10 работ у меня отобрали 2 работы, которые и заняли первое место. Мне тогда выслали диплом, каталог и золотую медаль. А это у нас ваша мастерская, да? Да, здесь я работаю предварительно со студентами. Тут расставлены постановки, то есть с которыми они работают с натуры. Мы их периодически меняем. Обосновала этот кабинет свой, это чисто мои произведения. В основном, как я и говорила, люблю как бы рисовать, писать мечети. Это была более такая экспериментальная работа, потому что раньше как было, мы не смешивали разные виды красок. Всегда работали как бы в одной технике. Но тут я немножко добавила, работала по талию, работала акрилом золотым, именно хотела передать в цвете передний как бы фон, а там уже он идет одним цветом. Вот еще одна работа, тоже мечеть. Она мне тоже нравится. Мечеть сердца Чечни, да? Да, это закат, эти тучи над этой мечетью. И такая светится она за счет этого заката. Очень красиво.
Сабин, у нас в рамках передачи есть такая небольшая традиция, мастер-класс от нашего гостя. Можете провести мне небольшой такой мастер-класс? Да, можно. Хорошо. Сабин, вот первый этап работы проделан. Спасибо вам большое за этот мастер-класс. Не за что. Вот ты говорила, что ты никогда не Ранее, рисовала, да. не делала, но твои движения, они были смелыми. Такая у нас картина получилась. Сабин, до записи вы подарили мне один из своих сборников «Уходящие тени погасшего дня». И я заметила, что каждое стихотворение, буквально каждое стихотворение, оно сопровождается иллюстрацией. Да. Это случайно не ваши рисунки? Это все мое. А вот среди ваших стихотворений, какое из них является для вас самым значимым и связано непосредственно с событиями из вашей жизни, каким-то важным моментом? Ну, у меня в этом стихотворении, они у меня больше философские, там очень много можно заметить метафор. Там есть стихи, посвященные определенным людям, там есть несколько стихов, посвященные моей сестре, которой уже нет. Это была самая большая трагедия в моей жизни. Но каждый стих для меня это как маленькая история, то есть это как мини-рассказ. И зачастую у меня стихи как бы заглавной строчки идут названия этих стихотворений. Либо она заглавная, либо она последняя. Сабин, а не могли бы вы зачитать одно из ваших стихотворений? Да. Пожалуйста. Ну, наверное, я зачитаю именно вот этот стих, название которого. Уходящие тени погасшего дня. Уходящие тени погасшего дня мне пророчат с тобой разлуку, и внутри гаснет пламя живого огня. Я в нем боль опознаю по звуку. Застарелые все оттираю следы, что не раз мою пачкали душу. С прежних ран расслабляю тугие жгуты, чтобы чувства открылись наружу. Не увижу в бегущих я стрелках часов непрожитые нами мгновения, и блуждали в сомнениях чужих городов искаженные лица отражения. Пусть мой свет до конца продолжает гореть, освещая твои все дороги. Я тебя не оставлю в удушливой тьме, как бы ни были мы одиноки. Спасибо вам большое. Сабин, до записи вы прислали мне другой свой сборник «Затерянные в тайнах бытия». Да. И среди них мне очень сильно понравилось стихотворение, которое называется «Среди сотен светящихся ока». Да. И хотелось бы узнать вас, с каким событием из вашей жизни связано написание этого стихотворения, потому что мне оно очень понравилось и стало интересно, на чем основана история этого стихотворения. Это безнадежное стихотворение, как ты, наверное, зачитывала. Я могу даже зачитать для тех, кому интересно. Оно безнадежное, то есть у каждого человека есть такие моменты, когда то, что люди, которые с нами находятся, какие-то ситуации, которые бывают, нам кажется, что даже люди, которые с нами, что они очень долгое время будут с нами, и мы не задумываемся о том, что они нам, как бы Всевышний дал их на время. Поэтому нужно ценить каждый миг, который есть в твоей жизни, делать свою жизнь ярче, дорожить этими людьми. Потому что все, что у нас есть, мы рано или поздно все равно это потеряем. И зачастую оно бывает безвозвратно. И отношения людей, конечно же. И в этом стихотворении там говорится о том, что молодой человек, он с надеждой ждал свет в окне, когда он загорится, но он так и не загорелся. Сабин, мне кажется, что после вашего комментария нашим зрителям стало интересно. Можете зачитать, пожалуйста, и это стихотворение, пожалуйста? Да. Хорошо.
Среди сотен светящихся окон лишь в твоем потерялся свет. Я настолько разбит, измотан, став виновником своих бед. Я готов вновь поверить в чудо, заключенный в объятиях тьмы. Жду, что он загорится утром, спасет неживые сны. В никуда улетают птицы, покалеченные слова, оставляя в пустых страницах незнакомые города. Я себя утешать не стану, знаю, в нем не зажжется свет. Я бы нас поменял местами и светил тебе 1000 лет. Спасибо вам большое. Сабин, помимо того, что вы непосредственно рисуете, вы обучаете других этому искусству. Можете чуть подробнее рассказать про вашу работу в Чеченском государственном педагогическом университете? Я преподаю там несколько дисциплин, то есть живопись, рисунок, перспектива, проектирование, разных курсов студентов, то есть от 1 до 4. Конечно, более живые, более интересные, более любопытные бывает, конечно, первый курс. У них очень много эмоций бывает, любознательности, с ними очень интересно работать, и у них, если они целенаправленно поступили именно на наш факультет, конечно, у них очень хорошие бывают работы. И раскрывать я в основном люблю, у нас бывают постановки, естественно, с натуры. Даже портреты мы живую натуру им ставим, но это уже начиная с 3-го курса у нас, потому что для 1-го курса немножко сложно. Я на дом всегда задаю более такие, что может раскрыть их воображение. То есть задаю немножко сложные темы, там, где они должны более напрячься, свое подсознание. У нас студенты, которые выпустились, они уже делают свои персональные выставки, открывают художественные студии. То есть они после выпуска они не останавливаются на этом, они продолжают свою сферу деятельности. Как по вашему мнению, какими качествами нужно обладать человеку, чтобы стать хорошим художником? В первую очередь должен присутствовать талант. Можно познать основы композиции, какие-то навыки, смешивание красок, разные техники. Без таланта вряд ли ты создашь шедевры, перед которыми будут застывать восхищение сотни людей. Талант не всегда бывает залогом успеха, то есть он может присутствовать, но если в нем не наращивать дисциплину, трудолюбие, это тоже бывает бессмысленно. Сабин, так как вы заняты в нескольких направлениях и участвуете в различных сферах, не сложно ли вам совмещать работу и вашу семью? Остается ли время на все? Везде успеть, все сделать? Уже сама система, само собой, уже она разработалась. Уже у меня вообще в жизни все бывает, когда я строю какие-то планы, зачастую они у меня не реализуются. Когда я их не строю, оно происходит самим собой. Но, естественно, работа определенное время занимает. Теперь я занимаюсь помимо этого писательской деятельностью, но это больше мне для души. То есть, в принципе, и картины пишу тоже для души, но мне больше нравится писать стихи, потому что в них я могу передать свои чувства, и человек, прочитав их, может почувствовать через мои эти стихи, почувствовать свои какие-то чувства. А в картинах не всегда ты можешь показать или донести до зрителя. Все равно зритель может поверхностно, образно что-то увидеть, но глубину твоих чувств он может не заметить. Сабин, а какое место в вашей жизни занимает религия? Самое основное. Мы созданы, чтобы поклоняться Всевышнему. Религия – это связь человека с Всевышним. Все блага, которые сейчас есть у нас, это благодаря Всевышнему. И мы должны быть благодарны Ему за это. И то, что Он создал нас мусульманами, это уже огромная милость Его. Сабин, а какой из аятов Корана или же хадисов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является для вас самым любимым и некой мотивацией, чтобы продолжать двигаться дальше? Мне нравится терпение. Будьте терпеливыми, ибо Аллах с терпеливыми.
Сабин, завершая наш с вами диалог, хотелось бы попросить у вас советов для наших телезрителей. Что бы вы могли пожелать нашим зрителям, которые хотят начать писать стихотворение или же опубликовать свою книгу? Были студенты, которые вот у меня читали, я всегда им советовала, даже если ты... И была студентка, которая говорит, мне немножко как бы стыдно показывать вам, то есть она понимала, что, возможно, он не такой как бы хороший. Я всегда говорила, никогда не стесняйся этого, потому что ты всегда за счет вот этих вот советов, потому что я сама тоже от писателя получала эти советы, ты усовершенствуешь это свое произведение. Главное, что есть желание. Самое ужасное, когда нет этого желания. То есть человек без труда и без желания не добьется ничего. Поэтому я советую, чтобы они на этом не останавливались. Им просто нужно немножко потрудиться. Сабин, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Спасибо, Масяри Бадриса.